Татнефть-арена представляет 10 февраля. Встречай День влюбленных с Big Love Show. В 9-й детской стоматологии новое оборудование и яркие стены. Чтобы лечить зубы пациентам было в радость. Поликлинику после капремонта сегодня осмотрел президент. За 2 года в республике обновили материально-техническую базу более 700 учреждений. Но число жалоб от населения выросло. Люди заплатили за платные услуги и идут вне очереди, когда человек, который пришел по программе госгарантий, сидит и ждет. Это все-таки эти потоки надо разделить. Я неоднократно об этом говорил. Минздраву и фонду ОМС дано поручение усилить контроль в антирейтинге по числу жалоб. 8-я городская поликлиника Казани, 7-я горбольница, 6-я детская поликлиника. Министр здравоохранения озвучил другой рейтинг. На селе растет уровень смертности. Самые высокие показатели смертности в муниципальных районах Тетюшском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Апасовском. Самый низкий уровень смертности зарегистрирован в городе Набережные Челны, Нижнекамске и Казани. Основная причина, помимо онкозаболеваний, болезни сердца. Поэтому с этого года в Татарстане заработает проект по изучению генов. У нас будут обследоваться семьи, взрослое население и их дети, для того, чтобы выявить, являются ли родители, перенесшие в молодом возрасте инфаркт или инсульт, либо другое атеросклеротическое событие, являются ли они носителями гена семейной гиперхолестеринемии. При этом кардиологов в Татарстане не хватает. Дефицит также онкологов и врачей амбулатории. В Чистопольском, Заинском, Менделеевском районах укомплектованность врачами всего 40%. И это несмотря на целевой набор в вузы. В 2012 году министерством было выдано 73 целевых направлений для поступления в Казанский государственный медицинский университет, по окончанию которой в 2018 году, то есть через 6 лет, возвратилось только 13 выпускников. В обновлении нуждается и автопарк скорой помощи. Половина машин подлежит списанию, заявил министр. Этот год в Минздраве пройдет и под знаком строительства. В республике начнут строить Центр детской онкологии и филиал республиканского онкодиспансера в Челнах. В Казани откроют 2 сосудистых центра и Центр трансплантологии на базе 7-й горбольницы. Анна Городнова, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань.